Здравствуйте, Владимир Владимирович. Телеканал «Грозный», Алхазур Керимов. Очень приятно было слышать из ваших уст такие теплые слова в адрес и первого президента Чеченской Республики, и нынешнего лидера. В целом, хотелось бы отметить в первую очередь, что Чеченская Республика сегодня динамично развивается по всем показателям. Это стало возможно в первую очередь благодаря вашим волевым решениям, всесторонней поддержке и помощи. Народ это понимает, и именно поэтому уровень доверия населения к вам в нашем регионе самый высокий в России. Чечня вас любит, уважает и до сих пор ждут в гости. И, собственно, к вопросу. В последнее время много обсуждений вокруг идеи строительства дороги в Грузию через Чечню. Это решало бы стратегические задачи и позволило бы разгрузить альтернативный маршрут, который особенно загружен в зимнее время из-за снегопада. Жителям приходится сутками стоять в пробках. Глава Чечни неоднократно поднимал этот вопрос и комментировал, так как открытие дороги позволило бы увеличить товарообмен и дало бы импульс экономике в связи со стремительным развитием туризма в регионе. Как вы относитесь к подобной инициативе и насколько считаете ее экономически выгодной как для России, так и Грузии, и поддерживаете реализацию? И вдобавок к этому еще один момент. Ранее глава Чеченской Республики предложил построить высокоскоростную железнодорожную магистраль от Краснодара до Грозного и связать его уже с существующим проектом высокоскоростной магистрали Москва-Адлер. Но это положительно сказалось бы на уровне доступности среди самих республик. И как вы в целом оцениваете этот проект и стоит ли рассчитывать нам на его реализацию тоже? Вы знаете, на юге России, в том числе то, что касается Чеченской Республики, там несколько проектов развития инфраструктуры. Они все у нас в работе, все изучаются. Что-то из них в более продвинутом состоянии находится, что-то нет. Я сейчас не хотел бы даже там в детали вникать, но я знаю об этих планах. Мы совсем недавно тоже обсуждали это в правительстве, различные варианты, связывающие Чеченскую Республику с Краснодаром там, и с Черноморским побережьем. Это просто в свое время надо будет сделать. Сейчас просто нет пока конкретных просчитанных планов. Хотя это целесообразно, я этого не скрываю.